Всем добрый вечер. Сегодня в гостях у фонда Free Якутия Foundation Алдар Эренженов, деколониальный активист из Калмыкии. Привет, Алдар. Привет. Привет, спасибо большое за то, что позвали поговорить. Привет. Меня зовут Мгм. Алдар Эренженов, я родом из Республики Калмыкия. Вот. Можно сказать, коллега из Free Калмыкии Да, Foundation. да, хорошо. Очень приятно, очень приятно. Мне, я думаю, нашим зрителям тоже будет очень приятно посмотреть, познакомиться. Вот, расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, ты уехал из России. Как давно и Да, по какой причине, пожалуйста, расскажи, чтобы мы знали. я уехал из России в начале апреля, по-моему, прошлого года, 22-го. Дело в том, что я не планировал уезжать, началась война, но вышла такая история. Мы вообще с женой занимаемся одеждой, у нас бренд одежды Flyrat, и много чем еще занимаемся, там, социальной активностью, дизайном. И вышла в конце марта такая история. У нас в Элисте на главной площади есть пагода 7 дней. Это такое сакральное место, молитвенный барабан, и там рядом большой экран, билборд, где крутится реклама. И там вышла такая история, то что я калмык, но сегодня мы все русские, там, за Да-да-да, была русский мир, такая. за СВО, там, такая история. И она меня жестко стригерила. Мы с женой выпустили худи такие, не русские, с шрифтом, славянским, кириллическим, которые использовали раньше правые в десятых, там, в 2010-х годах. Я помню, мы еще там студентами были в Москве, там ходили, там с ними там дрались, еще что-то, такое. И мы решили эту историю обыграть, выпустили, и мы не ожидали такого хейта. И то есть там звонили, писали во все социальные сети, угрожали, потом еще начали приезжать полиция, там, отдел по борьбе с экстремизмом по месту регистрации, и мы решили, то, что пора уезжать, уехали в Монголию, дальше уже по всем странам. Сейчас в итоге живу в Германии. Слушай, а вот эта вот история, она же очень такая показательная, да? Как вообще население России, скажем так, титульное, да, сами русские относятся к тому, что кто-то может сказать, что это же такой протест, да? Ну окей, ну ты русский, ну а я не русский, да? Если ты пишешь себе я русский, и спокойно с этим пишешь. А меня сначала вот удивляло, почему люди вообще возмущаются. Но это же нормально, если я напишу, что я саха, например, да, то как бы, ну окей, ну саха, да, ты русский, пишешь себе русский. Ну, я не знаю, китаец напишет, я китаец, украинец напишет, я украинец. Но это же нормально. Почему вот, их так возмутило? Что вообще происходит? Я не знаю, что происходит в головах, большинства людей. Я думаю, что этот имперский ресентимент, он тоже людей триггерит. То есть, надо понимать то, что в России вот есть такое отношение к нам, к другим нациям, которые живут в России. Я называю прям нацией, потому что у нас есть свои государства в России, да, и Саха, Калмыкия, там, Бурятия, Тыва – это государство. Мы сформировавшиеся нации со своими там парламентами или Тюменным народным хуралом. И многих представителей государствообразующей нации, которые по Конституции нынче, триггерит вообще то, что мы определяем себя как нация, и я не знаю, это все-таки имперские рамки мышления, которые формировались, не знаю, веками, может, не веками. И когда мы что-то заявляем о себе,
Вот мы имеем право, и, естественно, нас хотят сразу поставить на место. Кто вы такие вообще? Ну, Смотрите-ка, рабы заговорили. да, ну да, ну, что-то в этом духе. Поэтому как бы я примерно вот так это все себе представляю. Хорошо. Немножко вот хотела бы задать вопрос о войне. Есть ли у тебя данные по количеству калмыков, которые принимают участие, ну, были мобилизованы или уехали по контракту, да, добровольцами? И сколько, есть ли данные по погибшим? Точных данных у меня нет на данный момент. Мы сейчас занимаемся подсчетом погибших, ну, тоже непонятное количество, потому что половина записана без вести пропавшими, там кто-то был в ЛНР, ДНРовских формированиях, которые вообще не учитываются нигде. И сейчас точно не могу оперировать прям никакими данными, но когда была первая волна мобилизации, были списки в районе 1200 человек мобилизовывали. А, Добровольцев было в районе 400, по-моему, человек на тот момент. А сейчас медленная вот эта ползучая мобилизация происходит, и непонятно, сколько домобилизовывают еще. Ну, у меня есть данные, что все эти 1000 человек были сформированы, из них из 400 был сформирован Калмыцкий противотанковый дивизион и еще два отряда. Также участвует Барс-4, по-моему, порядковый номер, тоже из калмыцких добровольцев, ну, тоже отряд. Ну, на самом деле, если брать количеством, не так много людей участвует, не так много людей мобилизовано, но учитывая то, что калмыков меньше всех, ну, если брать там, саха, бурятов, тывинцев, нас меньше всех, нас всего в России осталось меньше 150 тысяч, поэтому для нас это большое количество, ну, А в вот эти вот процентном данные, соотношении. последние переписи, там же было указано, что больше 250 тысяч. Или Это это во всей именно республике всё? живет. Во всей республике живет. Это вместе с русскими, корейцами, даргинцами и прочими, прочими, прочими. Мгм. Э, Но у нас по миру, ну, как бы больше получается. То есть у нас, получается, часть, там, 250 тысяч еще живет в Синьцзяне, в Синьцзяне-Уйгурском автономном округе Китая, в Монголии там 200 тысяч живет, в Америке там, не знаю Мгм. сколько, тоже там 1020-30 точно живет с нынешней волной. Много в Европе людей живет. Мы как бы разбросаны сейчас по всему миру еще, получается так. Мгм. Понятно, спасибо. Хотела вот на фоне вот этой войны, естественно, да, что я считаю, что это совершенно естественный процесс, что люди, которые против этой войны, да, они начали объединяться в разные, значит, объединения, да, простите меня за тавтологию. Появилась сначала Фри Бурятия, вот потом Тува появилась, да, активно очень работали азиаты, потом вот калмыки появились, потом мы появились, да, Саха. Вот. Вообще много ли активистов в республике? Ну вот могу рассказать про Free Калмыкию. Дело в том, что Free Калмыкия — это условное название. Ну, мы как тоже вот как все нацдвижения оформились. На самом деле Free Калмыкия — это такая зонтичная организация. У нас это ассоциация организаций, потому что вот когда мы делали вывоз мобилизованных, у нас вообще такая децентрализованная структура, то есть у нас несколько организаций и сообществ, и землячеств объединились. Просто у нас общая там цель, мы против войны. И там мы хотим спасти как можно больше калмык. Но, допустим, какие-то другие у нас взгляды разные, ну и поэтому мы как бы объединились в ассоциацию, и у нас нет там главного человека, там президента фонда, ну еще что-то такое. Потому что калмыкам проще так, то есть мы
любим децентрализацию, так сказать. И всю историю это нам мешало, но в то же время и помогало. Мы там откачевывали, то есть что-то не нравится, да, я пошел, короче, туда, там, в Европу мы откочевали, вот сейчас живем на Волге, потому что там не понравилось, там еще что-то. И вот если брать Фрикалмыкию, она у нас сформировалась из нескольких групп. У нас очень в 19-20 году были митинги большие, ну, если сравнивать, опять же, в процентном соотношении, там по 5-6 тысяч человек выходило на улицу, там мы бунтовали против Трапезникова нам поставили. Кстати, тогда начиналась эта история. Он бывший там глава ДНР, нам поставили его мэром. Ну, он даже не гражданин России был на тот момент. Ставят мэром, естественно, все возмущаются. Мэром и листы И поставил. да, мэром Элисты, нашей столицы. И у нас там костяк ребят, кто организовывал митинги молодых, сформировался еще тогда. То есть это движение «Это наш город». Потом у нас есть еще, там был наблюдательный полк, тоже движение, которое следило за честными выборами в Госдуму. Тоже мы там с ребятами этим занимались, и наш кандидат выиграл в итоге, ну, в городе, но по республике, естественно, там админ ресурсом все задавили. Поэтому у нас как бы есть несколько таких активистских организаций, которые все друг с другом как бы тесно переплетены, и я там в нескольких состою. И я взял на себя такую функцию координации. Я как выступаю координатором в фонде, то есть между всеми как бы нахожу общий язык, и мы там делим задачи и решаем как, по мере там, поступления. Вот, поэтому у нас такая нечеткая структура, и людей у нас там, от 5 до 20, образно говоря, в активе бывает. И то это постоянно там один выгорел, там ушел, и там 3 человека осталось, а потом кто-то из, допустим, движения «Это наш город» там восстановился. Просто большинство ребят тоже после начала войны жестко начали прессовать в городе. Там, допустим, Бадмун Бурчиева, там, нашего журналиста известного, Да. избили, там, потом многих там посадили, там, Алтана Ачирова посадили, вот сейчас на Валерия Антоновича Бадмаева завели просто вот, из пустоты высосанное дело, и тоже, ну, это все активисты, мы все друг друга знаем, все друг другом на связи помогаем. Вот. Как-то Хорошо. так А есть будет. данные, насколько я знаю, ты занимался еще и вывозом людей из республики, когда началась мобилизация, да? Да. Да. Сколько человек выехало? Выехало, ну, с помощью нас там около 500 человек выехало. Потом это прям, которым мы там запихивали в автобус, там отправляли, там, принимали, провозили. Э, Мы еще, у нас был телеграм-бот, ну, и есть он, то есть люди все, кто хотел выехать, обращались в этот телеграм-бот, у нас там сидели как бы операторы, которые продумывали маршруты людям и отвечали им. Вот. Ну, просто не все в Калмыкии. Калмыкии, опять же, разбросаны везде, там по России, там в Москве очень много людей. И из Москвы и Питера очень много людей уезжало, и наши ребята, волонтеры, продумывали им маршруты, узнавали там, допустим, КПП в Норвегию, там КПП в Финляндию, чтобы уехать. И постоянно мониторили, у нас был чат, где мы, канал, вернее, где мы мониторили постоянно КПП, все казахские КПП, там чуть ли не до Республики Алтай, их загруженность, как там проходит, не проходит, и, допустим, людей там, кто в центральной России, где-то мы направляли, чтобы быстрее им было не в Калмыкию ехать и через Астраханскую область, Казахстан, основной поток, а, допустим, через Омск или через Челябинск отправляли, тоже продумывали им маршруты. И, в общем, где-то 1500 человек с помощью наших консультаций, то есть 500, ну, в общем, 1500 человек помогли с этой всей историей. Но я думаю, что еще больше людей уехало, потому что люди не только с помощью нас уезжали, и сами ехали. И отток все равно продолжается. Очень много людей даже сейчас уезжает из Калмыкии, именно калмыков. Но все в основном, конечно, едут в Америку, в США, вот, через Мексику.
у нас одно время, вот у нас были шелтеры, мы организовали шелтер, там собрали деньги, там со всех землячеств, сделали шелтер в Казахстане, и у нас ребята сделали еще шелтер в Мексике. То есть так Молодцы. много калмыков было в Мексике на определенный момент, что там парни там собрались и арендовали какое-то там помещение, и они там штабелями укладывали их, чтобы они там ждали своей очереди, там через забор перелезть. Ну, в общем, какие-то совершенно дикие истории, там с картелями договаривались, чтобы их проводили. Ну, короче, крутимся как можем. Ну, сейчас, слава богу, насколько я знаю, полегче, да? Америка уже более-менее спокойно пускает, да, по-человечески, да, уже люди не Да. бегут табунами через границу мексиканскую, да, тысячами. Я смотрела эти видео ужасные. Вот, сейчас, по-моему, полегче, да? Уже более-менее цивилизованно можно пройти через границу и Да, попасть. там сейчас приложение, ты порядковый талончик берешь и ждешь что-то в этом духе. Замечательно. Вот ты в начале разговора упомянул вот буквально там парой слов об истории да, калмыков. Меня вот все время, ну, как бы часто спрашивают, но вчера, да, я была на встрече на одной, и меня спросили, ну что вам, зачем вы опять это прошлое свое историческое ворошите, да, как бы, да? Мгм. У вас есть республика, у вас есть территория, что вам еще надо? У нас будет, значит, когда все это закончится, у нас будет децентрализация власти, да, как бы вы получите свои места, значит, в государстве, ну, я не знаю, что там уже будет, да, будете представлять, и больше власти на местах получите, да, ну, уже уймитесь, да, вот мне говорят, нужно ли вообще, в связи с этим хочу тебе задать вопрос, нужно ли вообще вспоминать наше историческое прошлое, да, каким образом мы входили в состав этого государства? Вот, если у нас уже как бы уже и конституция есть общая, и территория есть, все, в общем, все есть, даже свои государства, да, практически. Вообще нужно ли это? Конечно, нужно. Ну, потому что история – это учительница жизни, как говорил Ключевский. Да? Историческая память – это одно из самых важных для народа, одна из самых важных вещей. Это, возможно, даже самая важная вещь. Потому что, смотрите, как вот, что сейчас, допустим, калмыков делает калмыками? Вот вы, якуты, сохранили язык, ну, большая часть людей говорит на языке, там, живете вы в сторонке, ну, как бы у вас нет там столько народов вокруг вас, там, которые не похожи на вас, образно говоря, да. И для нас историческая память для калмыков сейчас это тот стержень, который держит нас, ну, сохраняет нашу идентичность, потому что язык у нас уже, там, не знаю, 30% только говорит на языке, потому что нас целенаправленно уничтожали, там, пытались смешать. Мы в Европе живем, это до вас далеко там добраться было, и то до вас добрались, да, а мы живем в Европе между молотом и наковальней. Между Кавказом и Россией, ну, центральной. И нас все всегда пытались там то христианизировать, то исламизировать, то еще что-то. И если так брать, вот последний там вот этот геноцид, который нам устроили в 1943 году, депортация, да, нужно ее помнить всем, да не только калмыкам. Просто это пример того, что может сделать там тоталитарное авторитарное государство с малым, ну не с малым, с народом небольшим там, который, ну, не похож. Что мешает, допустим, сейчас устроить там такую же историю? Ну ничего, потому что как бы вот то, что сейчас происходит, вот эти обстоятельства, они абсолютно идентичны. И если ты не помнишь этого, Имеется в если виду ты этого не Украина, знаешь, да? То, что сейчас в Украине происходит. да в России, почему нет? Ну, то есть, смотрите, была война, Вторая мировая, да, Великая Отечественная, да, мужчины наши воевали, женщин и детей, и стариков, приезжают там НКВДшники, грузят в вагоны всех, в вагоны для скота.
и отправляют в Сибирь. Извините меня, 28 декабря. У нас 28 декабря обычно в Элисте -5, максимум -7. Без ничего, без теплой одежды, без еды, без ничего. Просто грузят в вагоны товарные, это для скота вагоны, такие деревянные, и отправляют в Омск, Новосибирск, Алтайский край, где там -30 там, или не знаю сколько в той стороне сейчас. Естественно, там половина по дороге умирает. Они ехали там почти месяц в этих вагонах. И я вот, сейчас получается такая история, точно такая же, может быть, не знаю, там, с каким-то другим народом. Или также воюют люди, также на стороне, там какое-то обвинение, вот там вы сепаратисты, вы там хотите с Зеленским союз заключить, поэтому вас надо всех там, не знаю, выслать или убить, там еще что-то. Почему нет? Ничем сейчас не отличается ситуация. Поэтому очень важно сохранять историческую память и проводить параллели. Для меня вот это, то, что сейчас происходит в Украине, это, такая же параллель то, что делали с нами. Абсолютно. И то, что это может быть и с другим народом. Поэтому очень важно. Мы недавно разговаривали с кыргызской исследовательницей, тоже исторической памяти, Эльмирой Нагайбаевой. Она говорила о том, что историческая память живет 3 поколения. То есть там дед, сын, отец, или так. И она живет, и ты чувствуешь сопричастность эту. А уже 4-е поколение, для них это миф, сказка или какая-то давняя история. И также вот, допустим, с вот этим историей добровольного хождения. Там 3 поколения прошло, и все, сейчас там для современных саха, вот мы добровольно взяли, все вошли, батюшке царю поклонились там, а то, что там в Сибири там были эти экспедиции, которые карательные, которые всех вырезали, христианизировали, там топили в реках, и нет, такого не было, это же сказка, история, потому что вот эта преемственность вот эта, она утрачивается, и под там наслоением этой пропаганды уже ты не чувствуешь этого, ты уже забываешь, ты как рыбка там гуппи. А когда у тебя есть там дед, допустим, или у меня бабушка есть, которая родилась до ссылки, прожила всю ссылку, сформировалась в Сибири уже как взрослый человек и приехала в Калмыкию. И она рассказывает мне, там, моей сестренке, там, родственникам, как было тогда, что они пережили, как в нее там кидали камни и называли там дочь врага народа, она была врагом народа, там записано официально, и там нужно было ходить отмечаться каждые выходные в комендатуру, делать подпись, что ты не сбежал, и всех расселили специально в разные села, чтобы одно село, одна калмыцкая семья, чтобы они не могли друг с другом говорить по-калмыцки, чтобы они не могли как-то объединиться. И это нужно сохранять. И это должно быть примером для остальных народов, что с нами поступила империя так, и с вами может поступить так. Ну да, абсолютно правильно. Я разговаривала вот тоже здесь с поляками, да. Кстати, между прочим, я хочу сказать, что поляки очень хорошо знают историю России и очень хорошо знают историю народов российских, да, потому что очень много поляков были депортированы, да нет, переселены, сосланы, да, в наши республики. Вот, и я говорю, как-то однажды сказала, что поляки для Саха сделали больше, чем вообще все русские, потому что издали, значит, нам словарь первый у нас появился, у нас, значит, появились библиография первая, потом первый труд про якутов написали, про Саха, тоже поляк, да, большой такой, чуть ли не научный труд. Вот. Они-то как раз-таки понимают, что вообще происходит, потому что они очень долго боролись и с Российской империей, да, за свою независимость, и они нас как раз-таки понимают.
Вот, и опять же, сейчас я хочу выступить с такой точки зрения, со стороны пропаганды, нет, русской либеральной оппозиции. Хороших русских. Вот они говорят, ну зачем вы раскачиваете лодку? И так идет война, значит, сейчас в Украине, и так, значит, русских, значит, нигде не любят, ВНЖ нам не дают. Вот по поводу ВНЖ, кстати, все все плачут. А я вчера сказала, говорю, ну, как бы мы тоже из России красные паспорта имеем, имелось в виду, да, и свои проблемы с ВНЖ решаем сами. Они все время плачут, нам не дают, очень трудно легализоваться. Вот, ну и спрашивают, зачем вы, национальные республики, активисты, раскачиваете лодку? Она на Россию и так штормит, и вы тут еще, значит. Что вообще, зачем мы это делаем? Мы это делаем, чтобы дать своим народам субъектность, чтобы наши люди очнулись, ну, я называю это пробудились, и осознали то, что используют их землю, используют их ресурсы, используют их жизни. И это самое главное, потому что вот в эпоху такого большого кризиса, ну, как бы, когда там ты решаешь какие-то вещи, там, связанные с жизнью и смертью, ты начинаешь задумываться. Когда все вот это была так называемая стабильность, да, когда все заливалось, вот это с 2000, там, не знаю, какого года, там, с 2000 года, когда все там заливалось этими нефтедолларами, еще что-то, когда все было ровно, людям было не до таких вещей, они не вспоминали. То есть идешь, работаешь, получаешь зарплату, там сидишь себе смирно, все нормально. Когда все шатается, ты начинаешь думать о завтрашнем дне. Ты хочешь представить образ будущего для себя, своей семьи, ну, своего рода, своего народа. И сейчас это очень важно дать нашим народам образ будущего, потому что русские не могут дать образ будущего не то что нашим народам, они не могут образ будущего представить даже для себя. Что будет с Россией, что они не могут это представить. И это главная их проблема. Так как они не могут не предложить ничего нам хорошего. Ну вот, скажем, ну, не могут сказать, вот будет вот так, мы там в Якутске построим 4 моста, сделаем вот отопление тротуаров, чтобы не было льда, и все будет офигенно у вас, ребята. Они не могут даже такого сказать, потому что они не могут даже представить, там, что с их Костромой будет там, или Рязанью. Поэтому, когда люди не могут ничего сказать, мы должны сами как бы за себя говорить. И поэтому вот можем А, говорить про образ прекрасного будущего Да, Сахая да, да. или Образ Калмыкии. прекрасного будущего, да, очень интересно. Можешь ли ты даже вот представить себе, ну, например, да, например, пофантазируем, люблю фантазировать, конечно, например, ну, вот война закончилась, конечно же, Чеченская республика, да, Чечня, сейчас уже даже мировые политики говорят о том, что она должна стать независимым государством. Вот. Ну и, наверное, может быть, Башкортостан захочет выйти из состава. Вот. Представляешь ли ты себе, можешь ли ты себе нарисовать картину будущего республики Калмыкия? Ну, Что будет в этом случае? ну, есть несколько вариантов. Я могу представить Калмыкию там свободной, независимой. А, Я могу это представить. Ну, когда меня спрашивают, очень частый вопрос, когда меня спрашивают, типа, ты за независимую Калмыкию, все дела. Ну, все думают, что я за свободную отдельную Калмыкию. И я всем так часто отвечаю, и людей шокирует это, что я говорю, что я за федерацию. И такие, как ты за федерацию? Ну, не дослушивают. Я говорю, я за федерацию наших республик без Центральной России. Потому что я могу представить свободную независимую Калмыкию.
я думаю, что нам будет тяжело, но мы будем свободны, мы будем жить в своей стране, и все будет потом уже хорошо. Ну, там, через 2 поколения. Я тебе могу сказать, что ты Я, говоришь, извини, перебью, ты говоришь чисто как предприниматель. Вот предприниматель не боится брать на себя ответственность, да, падает, ну, хороший предприниматель, если он где-то упал, он поднялся и пошел дальше. Вот ты сейчас говоришь как чистый предприниматель, но миллионы людей, они не обладают такой предпринимательской жилкой, они боятся, и они ждут. вот, и я хочу продолжить. Я вижу наше будущее совместно. И саха, и бурятов, тывинцев, калмыков, чеченцев, там, всего Кавказа. Просто смотрите, такая история. Когда мы все отделимся, возьмем гипотетический вариант, все разбежимся, нас будет очень легко поодиночке подавить. Не обязательно это будет Россия, потому что у вас там поблизости Китай, у нас Турция, Иран, и поэтому я считаю, что у нас есть инфраструктура. Ну вот смотрите, есть федеральная инфраструктура, которая работает с горем пополам. Зачем нам там рушить ее до конца? Мы можем сохранить эту инфраструктуру, не знаю, может это будет федерация или конфедерация. И самое главное, что мы, национальные республики, не знаю, как это назвать, не знаю, Соединенные Штаты Северной Евразии, там, не знаю, Федерация Тенгри, у вас Тенгри небо? Да, Тенгри. Федерация Тенгри, там, тут как бы большое пространство для воображения. Но в плане того, что нам нужна система коллективной безопасности, это 100%. Если мы хотим жить свободно, независимо, развиваться и додумать о том, что у наших детей будет там светлое будущее, нам нужно, значит, сейчас всем договориться и строить систему коллективной безопасности. Потому что в Якутии 1 миллион человек, у нас 300 тысяч, в Бурятии 1 миллион человек, гигантские пространства. Как мы все это будем развивать, охранять, если там кто-то из соседей, там та же Россия начнет ресентимент вот этот разгонять, там вести там гибридную войну. Если у нас будет такое объединение с нашими ресурсами и с нашими территориями, с нашими возможностями и с готовой инфраструктурой, мы уже в этом поколении будем жить хорошо. Для меня главное, чтобы наши народы жили хорошо. Я понимаю, что мы можем жить там независимо, там все, но мы будем страдать, и люди будут страдать и говорить: вот вы, там, активисты, да, там, вы сделали неправильный выбор, вы нас завели сюда. Поэтому я всем говорю о федерации без центральной, без Москвы, без Московии. Тогда мы будем успешным азиатским тигром, не знаю, как не Монголия, как Вьетнам там, или Тайвань. Я думаю, что с нашими ресурсами и с нашим населением, небольшим, мы будем очень успешны. И просто нам нужно держаться вместе, придумывать систему коллективной безопасности. То есть, если кто-то там напал там на нас, там сюда прилетают самолеты там с Якутии, из Тывы, батальоны приезжают и там из Кавказа, друг за друга, как говорится, один за всех и все за одного. И тогда мы будем успешны. Это 100%. Ну, вообще, мне на самом деле, да, такое видение очень нравится. Я сама за такие перемены. И мне кажется, что мы будем сильнее, если мы будем независимы по-настоящему. Мы будем сильнее, и как бы наши народы будут жить на самом деле лучше. Какая роль в этом, да, вообще в нашей работе, какую роль могут сыграть те люди, которые на самом деле русские люди, да, которые относятся к нам с пониманием? Я почему спрашиваю? Вчера ко мне подошла девушка русская, она сказала, я, конечно, я вас понимаю,
но я, говорит, не знаю, не вижу своей роли, говорит, в вашей работе. Что, говорит, вы от меня что хотите? Чтобы я что сделала, говорит. Ну, конечно, я бы могла ей сказать не мешать, да, но на самом деле, что мы должны делать для того, чтобы тех людей, которые не принимают там участие активного в нашей работе, да, но на самом деле симпатизируют нам, что мы должны им, что мы можем им предложить как активисты? Хороший вопрос. Даже не знаю, что мы можем им предложить. Ну, они могут нам помочь ресурсами, могут помочь, ну, предоставлением площадок, там, советами, помощь там, в создании каких-то механизмов, если это активисты, которые там реально там, связаны с демократическими какими-то штуками, помочь там, это что они могут, чем нам помочь, да? А чем мы можем помочь? Просто если есть такие активисты, ну, которые тоже, ну, русские, там, ну, не видят будущего в России как большой территории, на которой, ну, они могут что-то повлиять. Потому что очень трудно одному человеку, допустим, повлиять на 140-миллионное государство, да? Но когда ты начинаешь смотреть через призму того, что ты там русский, там, и живешь в Калмыкии, и там можешь у себя в Калмыкии там сделать вот так, или приехать в Якутию, потому что в Якутии, я думаю, всегда нужны специалисты, там, инженера, еще там геологи и еще что-то такое. И ты как-то можешь в этом плане помочь. Ну, я не знаю, если честно, Ну, не могу так ну да, сформулировать. коллаборация как бы в любом случае приветствуется, да, и на самом деле не мешать, это тоже, пусть они не обижаются, но не мешать, если ты хотя бы не поддерживаешь, то хотя бы не мешай, да. А если ты Ну, поддерживаешь, да, то, пожалуйста, мы Ну и всегда рады. самое главное, я думаю, что могут сделать все русские, там, кто нам симпатизирует или хотя бы там не противостоит, а, сделать нормой в обществе, то есть нормальное отношение к меньшинствам. Ну, неважно, кстати, национальным, там, каким-то. То есть, если ты там сейчас говоришь, я там вот так, я хочу вот это, тебя там сразу начинают там шеймить, еще что-то, да, вот ты такой ЛГБТшник, да, ты вот такой там нацмен, сепаратист, еще что-то там. Ну, то есть, как бы нормализовать общение хотя бы. Потому что вот когда были там на каком-то из конгрессов, там все встают там с микрофонами, да вот, мы русские. И ты говоришь, ну, блин, ну, здесь не только русские. У вас там у нас в стране русских всего 100 миллионов, а еще 42 миллиона это не русские. Ну, то есть не только коренные народы. То есть там, азербайджанцы, армяне, ну, как бы их, они не коренные народы, но они тоже живут, как бы их много, их больше, чем нас, допустим. Но и нельзя так говорить, да, есть слово там россияне, ну, пока что есть. Ну, хотя бы, хотя бы в каких-то, ну, чтобы за словами своими следили. Ну, и таким активистам, ну, можно сказать, ну, помогайте, ребята, солидаризовывайтесь с нами, хотя бы в таких вещах, в обыкновенных. То есть, если есть какой-то человек, который там, типа Ходорковского, который призывает там бомбить как Кавказ или там обзывает там кого-то там вот так, ну, надо создавать общественное мнение. Там неважно, какой я там, желтый, белый или черный. То есть есть там человек, который там говорит на русском языке и говорит нехорошие вещи. Значит, мы должны ему сказать, ну, чувак, ты неправильно говоришь. Ну, в этом плане они могут нам помочь. Ну, я просто не представляю себе, да, ты на самом деле все верно говоришь, я с тобой согласна, я просто не представляю себе тоже вот, они думают, либералы, да, российские, русские, они вот говорят, вот, нам нужно бороться с пропагандой, с тем, с этим, бороться, да. А я говорю, ну как же вы будете бороться с пропагандой, если вы до сих пор не побороли свое имперское мышление, даже выехав за пределы Российской Федерации? Вы здесь сидите в Польше, например, да, ну где-нибудь в другой стране, сколько мы видели в Казахстане, да, сколько мы видели в Кыргызстане, как они себя ведут, боже мой, так же нельзя. Сначала давайте уже начнем с этого разговор, да. Так вот, к вопросу о
наверное, я перескочу, да. Если есть что-то добавить по поводу помощи или не помощи, я тоже так думаю, да, что Ну, я, нужно. может, потом мысль придет. Хорошо. Что все-таки, да, нам... Они говорят, что нас не слышно, да. Ну, вас не слышно, вы где, вы кто? Кто вы такие, говорят нам русские, да, либералы, оппозиционеры. Я говорю, может быть, вы не хотите нас слышать? Что вообще нам нужно делать? Может быть, нам громче говорить? Может быть, нам чаще ездить на всякие съезды, сходки, да, вот этой вот оппозиции российской, нынешней, современной, Пономарёвы, там, я не знаю, Ходорковские, кто еще там, навальнисты, да, вот, может быть, нам так делать? Просто они говорят, что нас не слышно, и они нас не знают. Но я просто не вижу смысла вообще втягиваться в это все. Мы и так тратим очень много сил на работу свою, там, с дома, в Калмыкии, там, в Якутии. Тратим силы на борьбу там, со своими пропагандистами, там, с людьми, которые там сватают, ну, той же самой, которая от нее ходит. И еще и думать там про русских. Если честно, давайте думать друг о друге и ну, выходить уже на другой уровень. То есть, ну, смотреть на Европу, на Азию и говорить там, говорить с ними. Просто либеральная оппозиция показала свою несостоятельность. И о чем разговаривать с этими людьми, которые там уже год ноют, там то, что вот война, не война, ну как бы такие вещи и не делают ничего. Поэтому, ну, тратить время на них, на вот эти, ну, на форуме, конечно, надо ездить там, хотя бы друг с другом увидеться, поговорить там, может, делать какие-то коллаборации. Но в плане того, что я смотрю, как много энергии уходит у наших ребят, активистов деколониальных, да, на вот эти споры там с хорошими русскими, мы можем потратить эту энергию на реальные какие-то вещи. И мое мнение, что просто не думать о них и перескочите вот эту ступеньку и разговаривать, допустим, с европейцами, с теми же поляками, с немцами. Потому что, если честно, те же поляки, они знают, где мы находимся. То есть вот у нас съездишь ты в Волгоград соседний, да, они не знают, что они граничат с Калмыкией. Они думают, что мы там откуда-то приехали, там вот, типа, вам виза нужна, там еще что-то такое. Ну, как бы... Где ты украл свой паспорт? Да, вот примерно такое, да. Поэтому думать о них, это трата вот ментальной энергии, если честно. О том, что они там думают, это вообще... Давайте Ну думать да, друг о друге. ну да. Наверное, уже время как бы вышло, да, когда у них был момент, они сейчас все-таки все больше и больше, да, риторика меняется, они все больше и больше обращают внимание на нас, да, там еще куда-то зовут, о чем-то хотят разговаривать, но все, спасибо большое. Была просто очень рада поговорить. Надеюсь, что это был наш не последний разговор, хотя у меня столько времени нету, я всегда всем обещаю, давайте поговорим, встретимся, и никогда не бывает времени. Ну, я просто очень надеюсь. Буду приглашать, потому что активисты из национальных республик просто нас на вес золота, нам нужны. Мы должны друг Ну, друга... может еще увидимся так вживую. Классно, ладно, все, спасибо большое. Спокойной ночи. Да, Мгм. тебе тоже спокойной ночи, давай, пока.